Всем привет, друзья! Смотрите, что у меня есть. Выехал, думал, съезжу до озера, а выехал бешеный ветер. Ну, раз начал уже и оделся даже, и он ведро взял даже. Вдруг там рыба не поместится, пакетик. Ведро взял. Съезжу просто, посмотрю, если очень сильный ветер и там волны будут, не буду даже рыбачить, просто развернусь или до речки съезжу, там посижу просто. А если нормально там все, могу и посидеть там, может для барсика что-нибудь, хоть такую крильку поймаю. Вот. А Маша сейчас снимает, она за кадром, и решила она в гости. Дядя Ваня идет, как раз мы там потом на развилке, кто куда, кто за рыбой, а кто за этим, на именины, это к чаю, к торту. Вот. Всем привет, дорогие друзья. Вот так. А я за рыбой. Давайте. Все, поехали. Ну что, у нас развилка вот такая. Сейчас Маше надо свернуть налево, а мне надо туда ехать дальше. Сейчас, я тебе позвоню. А ты ко мне придешь? Да, позвонишь. Как ты закончишь, ты потом сюда приди ко мне. Посидим вместе. Все, давай, иди. Давай, иди. Иди кушай. Так, а мы дальше прямо едем. Где-то у нас мостик. Ух, друзья, рябь идет по озеру, очень сильная даже. Скорее всего, мне не подфартило сегодня порыбачить. Да, рябь, сильная рябь. Потихоньку. Видите, как сразу ветер очень сильный. Даже перебор сильный. Думаю, сегодня так. Все, встаем. Встаем, друзья. Так. Будем раскладываться. Очень сильный ветер, друзья, и даже не видно там поплавок. Клюет, не клюет. Вообще, ну, как я и говорил, я не думал, что такой ветер, и придется, наверное, это... Раз пришел, посижу немножко, чисто ради для себя, для удовольствия. Посмотрю вот такие красоты, как смотрится озеро с моего мостика. Ну и, в принципе, для барсика мне задача поймать пару рыбинок, потому что Маша так сказала. Барсик ждет. Барсик ждет. Все, друзья, дело швах. На озере волны, на озере ветер, рыба вовсе даже... Ну, была одна поклевка такая, это, наверное, мелочь. И все, и все, и все. Я собираю манатку и чешу домой. Вот так.
Или до речки еще съезжу. Просто уже не рыбачить. Такие вот дела. Вот, друзья, поплавок мертвый. Только волны, это самые, и лягушка вон там. Лягушка как раз, у лягуши нерест. Вон там распласталась там она. Не знаю, кат попадает или нет. О, уплыла. Да, а поплавок, все, тишина, никого нету там. Вот такое озеро и такая рябь идет. Ветер такой. Где-то было солнце, все покрылось тучами. Это так меня погода ждала, чтобы я сюда приехал. Все, друзья, сворачиваюсь. Сворачиваюсь, нефиг тут делать. Сижу, он, сорока мне, говорит, посиди еще со мной, поговорим. Я говорю, не, я поеду. Друзья, я не успел отъехать. Пришла Маша. Пришла Маша. Это самое, сюда на мостик, вон, видишь. Она себе селфи делает тоже. Девушки, они без селфи-то жить не могут. Видите, селфи делает. Селфи. И, ну, и природу тоже для себя снимает. Хоть бы вместе давай селфи сделаем, что ли, на фоне природы. Да, надо бы. Марья. Надо бы. Рыбу не поймал. Да, даже... Даже одну. Нету, не клюет. Видишь, а я как смотал уточки, видишь, ветер стих. Ну вот и барай. Нет, я сейчас поеду еще. Я уже собрал все. Все, не поеду. Да, я знал, где мостик построить. В самом красивом месте. О, смотрите, какая красота. А на мостике я свидание назначаю, Маша. Вечернее свидание. Да. Сейчас селфи сделаем. Солнца нету, но... Ну и пускай. Но тепло, однако все равно. Все, друзья, свернулся. Свернулся и поеду я к речке съезжу. Там у меня вон дальше речка. К речке, но уже рыбачить не буду. Короче, Маша поехала это самое домой и все снасти отправил. Вообще не ловится, что-то вообще даже, ну, поклевка там одна или там даже две, что ли, было поклевок. И все, и все. Хватит. Итак, друзья, я уже речка она же совсем почти, ну, не обмылела, если так сказать, ну все, летний уровень воды. Вот так выглядит. И помните, я шугу здесь люблю наблюдать осенью, когда шуга идет, осенний ледостав. Это устье реки Лымва, вот сюда, вот в это место впадает. Это маленькая речка Лымва, речка Хариусная, речка Ищомга поднимается даже. Такая богатая река, такая богатая речка, она чистая вода, как слеза. Ну и, собственно говоря, она переводится Лымва, то есть снежная вода. Речка называется дословно по-русски, если снежная вода. Вода очень прозрачная. Чистая. И вот я приехал сюда, рыбалки никакой. И вот думаю, вот здесь посижу и послушаю птичек. Я не знаю, на камеру слышно нет этих птичек. А птички поют.
Правда, недалеко там слышен звук пчела, конечно, но все равно птички поют, и так приятно на душе. У нас уже полным ходом весна, как говорится, лето, если не сказать. Потому что на улице вчера вот 27 было, сегодня 23, и листочки спешат распускаться, все уже зелено. Черемуха, кстати, зацвела. Еще у нас в этом году рама. Вот. Очень красиво все. Я был на это самое, только-только был вот на озере, да? Только-только на озере был. Там знаешь, какой ветер был. Как только снасти убрал, ну смотрите, даже на речке тишина. Тишина. Гладь такая. Вот все равно какое-то, не знаю, почему так мне не везет. Или уже под вечер, да поэтому. Тучи вот собрала. Вот, был ветер, потом тучи собрались, ветер стих. Может, дождю или что-то. А вот и я, друзья, в кадре. Вытянул тоже селфи-палку, снимаю сам себе. Ну, думаю, посидел я вот на озере, что-то не повезло мне, не знаю, ребята. Вот здесь посидел, душой отдохнул там, посмотрел на речку. Ветер потихоньку стихает, наверное, к дождю. И пахнет даже дождем. Наверное, что так и дождь будет. Я уже все, потом я домой поеду. Маша там что-то хотела с цветами там повозиться на клумбы, да что-то. Пойду, может, еще застану еще во дворе ее. И вот такая прогулочка без рыбы, но все равно на природе, на свежем воздухе. Для меня это, ну, ждал я эту зиму, что-то эту зиму не очень-то и гулял, я не хотелось почему-то. Вот лето ждал. Надеюсь, лето будет теплое, хорошее, буду почаще выходить там и на огород там поснимать. Как говорится, толку-то от меня там на огороде мало, но поснимать хоть и показать, как мы живем. Ну, для тех, кому это интересно, конечно. Поснимаю. Вот. Так классно так. Вообще. Сосенки такие стоят. На небе тучи, но это для меня плюс, потому что я уезжал пару дней назад, было, ну, я как говорил, 27 градусов, и сгорел у меня шея сгорела, все сгорело. Тоже с непривычки это. И сейчас вот тучи собрались, а на улице тепло, и очень даже, ну тепло, такой ветерок. Комаров нету еще. Овода нету, комаров нету, ничего нету. Благодать, одним словом. Вот. Ну ладно, я уже потом поеду домой. Не знаю там, как камера снимает. Просто
Не вижу, как тебя камера снимает. Поеду сдаваться Маше. Я уже, друзья, во дворе. Вот такие цветы. Это желтые какие цветы, Маша? Нарцисс. А, желтые нарцисс, говорят. И вон там где-то шмель в синих цветочках. Это не знаю, как называется. Где там шмель? Шмель где-то потерялся. Где-то шмель был. Потерял я его. Труженик. Вот такой труженик. Шмель. Как синий виноград цветы. Да. А Маша вон уже там воду таскает. Насос еще не установили. Рия? Насос? Не выговор, да? Не выговор. А дождь ведь идет, дождь. Вон такая туча, друзья. Все. Туча пришла и дождь вот уже капает. Полностью капает уже. Наверное, я быстренько заеду домой. Ну вот Маша говорит, что там дождь теплый. Я понимаю, что теплый, но все равно. Вон там вишенка наша. И Маша поливает. В этом году весна очень сухая. Ну что так она добавила там навоз немножко, удобрение. Не знаю, можно это или нет вообще. И поливает. Вообще дождя еще не было. Сейчас вот хочет немножко дождик, ну он такой, капли-капли. Зиму выдержала вишенка. А потом, не знаю, будет ли нет дальше расти. В всяком случае, надеемся. Маша ухаживает. Но потом дальше дождь. Если начнется дождь, прольет. Пусть польет. Но с прошлого дня, где видео это было, показывало, что чеснок-то убрали. И он уже во столько вырос. Я бы сказал, нормально так. Нормально так, да? Грядка такая уже. Если лето жаркое будет, и клубника в этом году должна хорошо дать урожай. Посмотрим, поменяется что-нибудь или нет. Маша зашла к нашей ворчунье поиграться. Они потом любят играться вот так. Любимая игрушка. А где поросенок? Дай. Дай. Ты проси, дай-то, дай, скажи. Ну, кричи, дай. Миску с водой положила. Игрунья наша. Вольер чистый. Там некоторыми с мужиками разговариваем, да. Говорят, что в вольере собака грязная. Нет, надо убрать. 3 раза в день убираем. Ох, куда залезла там наша бандюганка. Бандюганка. Поросенка надо. Да и с тобой охота играться.
Бежится. Поросенка доставай. У него поросенок исчез, поэтому он... Пибикни. Oldu cipsi. Сломала? Увидела поросенка. Увидела поросенка. Сюда бросай. Не как ребенок, он поросенок. Да, да. И потом она волнуется, если долго не видит. Ну дай ты ему поросенка. Она как щенка своего любит. Он облизывает. Vay. Vay. Здесь это больше. Посмотрит поросенка. Поросенок на месте в будке. Жарко ей. Unka. Unka. Он тебя тоже не точно. Сейчас видишь. Все, я почту думала, что еще. Все, да. Она потом... Да пускай она с поросенком. Она потеряла уже поросенка и... Муджин! Я видела, что ты сидишь. Унка. Унка. Муджин. Унка. Поросенок. Все, поросенок там. Она лижет его. Или, я не знаю. Да. Выйдет, посмотрит и опять к поросенку. Уедешь за Львовом? Да, там мячик есть. Маленький. Все игрушки туда попрятала. На самый любимый это поросенок, она сразу в будку и его поросенка заносит. Не дает. Дай. Да. Из воды сама взяла? Да. Контроль. Контроль скажи. Да. Большой ребенок. Да. Уже, считай, 1,5 года скоро. Или уже есть, я не знаю даже. В феврале год был. Мудиленький, а что ли делать? Линяет и чешется. Любит, когда ее чешут. Сильно линяет. Слушайте, Умка песню поет, Айда ругается, Маша работает, ведрами таскает парник. Это мне как бы... Мне, Маша, даже стыдно это смотреть-то. Не то, что что-то говорить мне стыдно даже. Надо мне установить этот быстрее насос. Да, сюда ведром бесполезно. Надо шланг вытянуть. А мыля постепенно метикere? Будем колоки штаны? Пускай греется, да? Греется. На земля тоже пускай греется. Земля тебе греется. Топ уже, блин, будлун. Ну давай. Ой, давай. Это не буду говорить.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как я сказал, давай. Давай, Я больше так не буду говорить. так и говори, давай. Да я просто хотел, уточняю момент такой. Дождь, тучи собираются, чтобы побыстрее. А то сейчас подумаешь, что это тиран какой-то. Не, завтра дождь обещает. Я же говорю, что я вот у реки-то был, и все, ветер стих. Думаю, дождь пойдет. Точно? Земля вся сухая. Земля сухая, да. Поднимается, машина поедет, да все. Черемуха уже зацветает, где попадает вот эти, как сказать, солнце, уже вон, цветочки уже беленькие везде. О, иди какие гроздья. Уедала нос. Ой, и не знаю. Вот Маша спрашивает, вишню, говорит, надо удобрять навозом или нет. А может сожжет навоз, нет? Кто не должен? Не знаю, я не советчик в этом деле. Во, черемуха зацветает. Ой, вайстокуле. Вечер у нас, друзья, уже. Такой деревенский вечер. Мария Олеговна там в тапок себе залила воду. Да, блин, полностью. Как же так, Маша? Ножки простудишь, заболеешь. Да, Меня кто будет кормить, поить, одевать? А здесь так тихо, оказывается, а на берегу там вообще. Ну это Умка, да. Умка она такая. Вот две собаки. Две собаки, да, Маша? Одна Айда, ну, которая лайка, а другая Умка, хаски. И совершенно две разные характера. Это только воет, а то только лает и ругается на кого-нибудь. А? Перекличка у них такая. На волю, хочет на волю. Надо было вместе туда, на рыбалку взять. Да, какая рыбалка с сумкой, ты что? Там сумкой рыбалки не получится. Я знаю уже это много раз. Пройденный этап. Беспокойное дитя он. Да, плачет дитя, плачет. Не, я уже заметил, вон Айда там гавкнет, потом Умка воет, потом Айда снова гавкнет. Вот так и перекличку они делают. Птички так классно поют, да? Да, прямо воротили. Чуть-чуть зеришь ты себе вообще. Да, птички поют. Ну что, давай скажем, Маша, всем пока. Может, поближе станешь, да? Да нет, меня видно. Нет. Всем пока, друзья. Надеюсь, успею заехать домой, потому что дождь усиливается постепенно. Капли за каплей. Да не, эта туча как ливанет. И я буду заезжать. Такое краткое, сумбурное видео, ну, какое есть. Ладно, сейчас Машу поближе поснимаю. Она скажет всем пока. Голос у нас он какой. Всем пока, кто говорит. Говори всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока.